Когда я говорила о том, что мы введем вас в атмосферу музыки, которая будет звучать позже, я имела в виду Италию XVII века, ведь Корелли был младшим современником великого Антонио Вивальди. Сейчас мы с вами будем слушать его концерт «До-мажор», написанный для очень интересного и симпатичного инструмента под названием мандолина. Когда Кристина выйдет на сцену с этим инструментом, вы оцените все изящество внешних форм этой малышки. Мандолина – это неаполитанский инструмент, и несмотря на то, что она маленькая и имеет очень приятный, шелестящий, нежный, но не громкий звук, для нее писали такие композиторы, как Бетховен, а Моцарт, например, поручил мандолине партию сопровождения в знаменитой вкрадчивой серенаде Дон Жуана из одноименной оперы. Итак, Вивальди. Концерт для мандолины «До-мажор» в 3 частях. Солистка Кристина Фиш.
образом с помощью музыки перенесемся из века XVII в наше время, а конкретно в наш 2019 год. Потому что именно сейчас состоится, пожалуй, я не побоюсь этого слова, мировая премьера нового сочинения замечательного московского композитора Ефрема Подгайца. Дело в том, что этот концерт звучал осенью этого года, и сейчас уже с начала этого года он несколько раз исполнялся в различных концертных залах. Но Ефрем Подгайц такой композитор, который умеет разговаривать с инструментами на их языке. И сочинение, которое называется «Времена года в Москве», не одновременно, но в разное время могут исполнять совершенно разные инструменты. Так существует версия, уже была исполнена для домры и народного оркестра. В ноябре это сочинение звучало в исполнении нашего давнего друга Левона Амбарцумяна и камерного оркестра. А сегодня впервые в мире этот концерт будет звучать так, как он, собственно, и был изначально задуман композитором, то есть для домры и камерного оркестра. Говоря об отношениях Ефрема Подгайца с инструментами, стоит, наверное, привести его собственные слова. Думаю, современникам-исполнителям любопытно интерпретировать мои сочинения. Вероятно, нас объединяет интерес к возможностям инструментов. Мне видится в каждом инструменте личность со своими взаимоотношениями с миром. А когда в одном из многочисленных интервью настойчивый репортер пытался добиться от Ефрема Подгайца выражения его творческого кредо, вот что сказал композитор. Могу сказать определенно и однозначно. Я люблю музыку. И добаховскую, и Баха, и всю-всю. В отличие от некоторых современников, которые любят только технологию. Я не придумываю загадки для искушенного меломана, я просто пишу музыку. Ефрем Подгайц. Концерт для домры и камерного оркестра «Времена года в Москве» в 4 частях. Весна, лето, осень и зима. Исполняет камерный оркестр Чувашской государственной филармонии, дирижер Сергей Григорьев, солистка Кристина Фиш.